Перед началом просмотра обязательно поставьте лайк и оставьте свой комментарий. Они нам очень важны. Сообщение было прислано в редакцию «Хроники Туркменистана» постоянным читателем, подписавшимся Дёстр. Текст публикуется в рамках стратегии Туркменской инициативы по правам человека по поддержке развития гражданского общества в Туркменистане. Для удобства чтения в текст были внесены правки, не искажающие сути написанного. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции ЭД и ТИПШ. На заглавном фото – все, что можно купить в Туркменистане в эпоху могущества и счастья на зарплату, полученную за один рабочий день, при ежемесячном окладе в 1200-1500 манатов. Такие деньги, без учета 10% подоходного налога и других поборов, получают руководители среднего и высшего звена, например, главный механик, главный энергетик, начальник цеха, бригадир или квалифицированный рабочий на госпредприятиях. В день можно купить 4-5 ужасных сигарет, которые стоят по 10 манатов за штуку. Сигареты делят, отсыпая по 20-50% табака из каждой и затем сворачивают в несколько козьих ножек. Курильщиков в Туркменистане примерно от 500 тысяч до 1 миллиона человек. Сестра президента Гульнабад Давлетова использует международную организацию «Красный крест» для уголовных спекуляций и личного обогащения в особо крупных размерах через монопольную продажу табака и поддельных просроченных лекарств по ею лично установленным завышенным ценам. С нелегальной продажей сигарет, а также пользуясь возможностью конвертации валюты по государственному курсу 3,5 маната за доллар, имеет миллиарды долларов чистой прибыли. Пачка отвратительных сигарет неизвестных марок сейчас продается по 180-200 манатов, то есть на всю неплохую месячную зарплату руководителя можно теоретически купить 5-7 пачек. В реальности и того меньше, потому что курево продается только за наличные. А значит, нужно отнять 20% за обналичивание, либо указанную цену нужно умножить на 20%, потому что зарплату перечисляют только на пластиковые карты. А наличных денег в банкоматах и в банках нет уже почти год. Продаются поддельные черджуйские сигареты Camel. На самом деле это махорка, причем явно разбавленная камышом. Фильтра в них нет. Он просто нарисован, и его нужно добывать из бычков уже настоящих сигарет, например, искать на улице на асфальте, или совать туда вату. Одна такая сигарета стоит 3 маната, а пачка 60 манатов. Курящему по пачке сигарет в день это обойдется в 1800 манатов в месяц. Это почти 2 средние месячные зарплаты на госпредприятии или 1 месячная зарплата директора завода или начальника государственной организации, крупного руководителя из администрации. Простой рабочий или служащий такую цену не потянет. На фото – набор продуктов, который обычный работник сможет купить на оплату труда за один день, работая с 8 утра до 10 часов вечера. Более того, у многих сейчас нет и такой зарплаты, и этот набор получается не на одного человека, а на всю семью. Если человек заболеет и вынужден будет взять больничный, то он останется голодным. Чтобы получить справку об отсутствии коронавируса, хотя, вероятнее всего, его во время этого теста и можно подцепить, придется заплатить 100 манатов и не есть несколько дней. Если купить чай, без которого люди в Туркменистане не живут, и 2 кусочка сахара, то придется убрать из набора половину картофелины. Набор продуктов стоимостью 32 маната – это заработок за 2 полных дня работы продавца, грузчика-кассира, а также работника в сельском хозяйстве. Колбаса на развес – 16 манатов, хлеб – 4 маната, рис – 5 манатов, картофель – 6 манатов, морковь и половина помидора – 1 манат.